мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Восьмого сентября 1957 года он отпраздновал свой 50-летний юбилей, и его юбилей праздновала вся музыкальная общественность страны. Его поздравили с днем рождения выдающиеся советские композиторы Шабалин, Кабалевский, Хренников, Хачатурян. Ему прислали свои поздравления великолепные, прекрасные вокалисты Лемешев, Батурин и другие. Его приглашали работать в Большой театр Союза СССР. Он поблагодарил за приглашение, но остался в Минске. Его знали и любили. С концертами он объездил почти весь Советский Союз. У него была масса поклонников, и многие из них приходили в оперу только для того, чтобы услышать, как в партии Альфреда в «Травиате» он красиво и свободно берет до 3-й октавы. Его любили, его знали. Он приводил в восхищение зал своим гибким полетным голосом. Но все проходит, все прошло. Уникальное, талантливое, настоящее остается. А он таким и был. Народный артист БССР Исидор Болотин. На водной станции с песнями и танцами молодь веселилась гурьбой. За тенистым парком, где простор стоит парком, знакомились мы с тобой. Птушки черепашили, встречу як призначили, где губы над озером росли. Час был несчастливым, трогательный, и нашу дружбу теплую разлили. Исидор Михайлович Болотин много гастролировал по Союзу. И однажды в колонном зале я работал в ансамбле Московского военного округа, был там солистом, и был большой концерт, и Болотин тоже выступал в этом концерте. И я подошел к нему,
и сказал, что вот я хочу работать в вашем театре. Он одобрил это. И вот я приехал на пробу. И в это время же пробовался из Большого театра, у которого не пошло там дело, Сыроватка Золотарев. У него был прекрасный тенор. Он пел раньше меня, но его не взяли, а меня взяли. Болотин меня слушал, поздравил. Я говорю, а как вам Сыроватка? А он говорит, вы понимаете, может быть, для жены он Золотарев, но для театра он Сыроватка. Он вообще обладал очень большим юмором, Исидор Михайлович. И так получилось, что я пел с ним 3 первых спектакля в своей жизни. Меня назначили на спектакль в Лякме. Там я пел ответственную партию Нилаканте. У молодого певца, начинающего, такая тяжелая партия, как этот Нилаканте, не получалась. И вот только благодаря Исидору Михайловичу Болотину я справился с этой партией, потому что он мне давал ценные советы. После этого спектакля, дня через 2, я прихожу в театр, и стоит у входа в театр, 7-й подъезд, Болотин Исидор Михайлович. Поздравляет, что я справился. На 4, он сказал. А я говорю, а почему на 4, а не на 5? Он говорит, на 5 пел только Шаляпин. А когда он заболел, а я пел Мефистофеля. И вот я спел первый акт, и ко мне заходит Болотин, больной. Поздравил меня и сказал, извинился, сказал, что я не могу быть до конца спектакля, потому что я очень плохо чувствую. Он был после инсульта и после операции на сердце. И мне показалось, что у него скатилась слеза по щеке. И он ушел. И дня через 3-4 он умер. Это забыть нельзя. Я верю в Бога. Если Он меня слышит, то пусть Он знает, что останется в моем сердце до конца моей жизни. Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон, который я стрелой пронзенный, и мимо пролетит она. Все благо бдения и сна, приходит час определенный, благословенный день забот, благословен и тьмы приход. За 30 лет своей творческой деятельности Исидор Михайлович Болотин исполнил 60 оперных партий. Это русский классический репертуар, зарубежный, национальный, белорусский. Среди этих 60 партий не было ни одной проходной. Каждая из них – это вокал высшего качества. Он не мог по-другому работать, не мог по-другому петь. А свою первую серьезную партию, партию «Звездочета» в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок», он спел в 1931 году. Тогда он учился в студии оперы и балета, а с 1933 года он солист Государственного белорусского театра оперы и балета. Вадимон, Надир, Ленский, Каварадоси, Фауст, много-много партий. И прекрасно все они были исполнены, но среди них есть настоящие шедевры вокального искусства. Это «Альфред» в «Травиате» Верди, это «Альмавива» в «Севильском цирюльнике» Россини, «Дамас» в «Страшном дворе» Манюшка. И с этой партией он великолепно выступил в Варшавской национальной опере в 1955 году. И, конечно же, Вашек в «Проданной невесте Сметаны». Здесь проявился его актерский талант, очень ярко. Талант
комического актера. Кстати, вот именно драматический талант очень часто помогал ему создавать на сцене полнокровные образы. Он много уделял внимания концертной деятельности. Он ездил по стране, как я уже сказал. В его репертуаре были оперные партии, романсы, песни. Это Чайковский, Шуман, Шуберт, Дунаевский, Блантер и многие другие композиторы. Конечно же, белорусские композиторы. Это Пукс, это Любан и другие. Его принимали с восторгом. И его голос вызывал восторг и у профессионалов. И знаменитый Сергей Лемешев писал ему: «Всегда восторгаюсь твоим чудесным голосом и твоим великим мастерством». Матушка, сказала так: пришла пора вступить не в брак. Ребята, что я попалась, и дразнят меня, что я не женюсь никак. Я был тогда военным летчиком, летал в Пинске. В Доме офицеров был концерт артистов оперы. Я запомнил тогда Исидора Михайловича и был просто поражен его голосом. Верхние ноты он так пел свободно. Обычно певцы немножко там с напряжением, с каким-то там извлекают звуки, а он абсолютно свободно, понимаете, пел, как будто он родился, что ли, на этой сцене. А потом, когда я уже учился в консерватории, я запомнил, как он юродивого пел блестяще. Онегина, он пел Ленского, тоже прекрасно. Голос его был феноменальный, темпераментный, понимаете, такой. Он как-то выходил на сцену, вот, и как будто бы он, живет здесь, это его все, понимаете, и он, не показывал себя, что он как артист. Он как будто он, вот, его роль, вот, как будто бы он от рождения в этой роли. Он был белорусским Козловским. От рождения, видимо. Очень музыкальный. Если человек музыкальный, то он будет себя на сцене вести совершенно свободно. Он не делал так, как Козловский. Я помню, Козловский приехал, так он подъезжал сюда на машине, вот, и закутано в него горло, шарф, понимаете, боялся все. А Исидор Михайлович был более, так сказать, в этом отношении закаленный, что ли. Ему не надо было закручивать горло свое, чтобы не простудиться. Правда, уже последние годы, когда уже стал болеть, он немножко волновался. Ну, это естественно, потому что когда человек уже имеет нормальное, так сказать, здоровье, потому что певец, прежде всего, должен быть здоров во всех отношениях. А он уже немножко был больной, и ему тяжело было. Но когда выходил на сцену петь, он был как Бог. Чудный голос мне звучал. Исидор Михайлович Болотин, а настоящее его имя, отчество и фамилия Израиль Рувимович Болотный, родился 8 сентября 1907 года в Бобруйске. Он закончил школу, потом работал на лесозаводе, участвовал в художественной самодеятельности.
Он очень любил петь, декламировать стихи, у него был прекрасный голос, хороший слух и великолепная память. Он пел в хоре клуба завода, руководил кружком «Синяя блуза» и был очень популярным в Бобруйске, Изе Болотной, благодаря своим вокальным способностям и артистическим способностям. В 1927 году он приезжает в Минск поступать в музыкальный Минский техникум на сольное отделение. Он поступил в техникум, его приняли, и на экзамене, на прослушивание, он спел песню из кинофильма «Тайны маяков» и, не зная нот, сам себе аккомпанировал. Вот здесь, в техникуме, начинается самое интересное и важное для него. Дело в том, что его педагогом был Антон Баначич, великолепный русский оперный певец с безукоризненным чувством вкуса, с очень тонким художественным чутьем. Он был первым исполнителем партии Садко в опере римского Корсакова «Садко», а его Герман в «Пиковой даме» был просто неподражаем. Он был партнером великого Федора Шаляпина. И действительно, Исидору Болотину повезло, ведь не у каждого молодого вокалиста педагог-солист императорских театров и партнер великого вокалиста. Потом он продолжает учиться в студии оперы и балета, а ей руководит Баначич и Гитгардс, а потом работает в театре, в Государственном белорусском театре оперы и балета. И театр навсегда, на всю жизнь. Ой, поры прихожу я у пар, тебе пригожая, поглядом шукаю між дівчат. Тільки не вглядався, тебе нема, нема. Умний я звертаюся назад. Где ж ты, черноокая, близкая, далекая, светлая, подобная ясне? Може, в гэтый вечер ты чакаешь встречи, так само маришь про меня. Мы жили в одном доме и в одном подъезде. Тогда еще телефонов не было, но постоянно происходило какое-то общение друг с другом. Болотин, он был большой шутник, и мой отец тоже. Они любили иногда друг друга подзавести, потом им было очень весело наблюдать, в общем, как реакция идет. Вот. Ну, я с собой захватила несколько фото Исидора Михайловича. Датировано, вы знаете, вот сейчас я читаю, думаю, боже мой, это был 43-й год. За дружбу в жизни и искусстве. А ты разве против, Сеня? Это славное имя в истории нашего театра. Уникальный исполнитель в плане не только звучания голоса, и свободы исполнительской, и владения этим голосом. У него был превосходный верхний регистр, такой яркий, замечательно звучащий. Вот. Но это еще и был очень талантливый артист. Каждый выход его на сцену – это было событие. В такой опере Россини, вот как «Сивильский цирюльник», выход пьяного солдата во второй картине оперы, он появлялся всегда, каждый раз у него был разный атрибут с собой. То это была маленькая пушечка, пьяный солдат тащил за собой пушечку, то это была какая-то немыслимых размеров сабля, которая волочилась вслед за ним. И даже мизансцены, наверное, он каждый раз импровизировал, что-то придумывал интересное. Голос его позволял ему петь даже и более крепкие партии, чем только лирический репертуар. Шла у нас опера «Фра дьявола», где он пел главного героя, и там было верхнее «до», которое является вообще-то предельной нотой, редко исполняемой, прямо скажем. Вот, и это было потрясающе.
Потрясающе, как он выходил на эту ноту. Он был человек талантливый, но у него были свои, как мы говорим, заморочки. Потому что он настолько нервничал перед каждым выходом, что бывало от него доставалось и костюмерам, и гримерам. Но зато, когда он появлялся на сцене, то публика, конечно, получала в полной мере удовольствие от его исполнения. Пусть ангелом благостным рея твоя неземная любовь и грея мой Он не был красавцем невысокого роста, внешность не яркая, но обладал какой-то удивительной харизматичностью и даром перевоплощения, поэтому всегда его герои соответствовали задуманному образу на сцене. Человек он был незлобливым, добрым, веселым, но те, кто с ним работал, готовил его к спектаклю, гримеры, костюмеры знали, не дай бог, что-нибудь сказать ему не так или что-нибудь не так сделать перед выходом на сцену. Не дай бог. Его личная жизнь сложилась очень драматично. В гражданском браке он жил с Юлией Хераско, она была артисткой балета, а любил он другую женщину, Клавдию Ясинскую. Она была солисткой оперы. Он решил узаконить свои отношения с Клавдией Ясинской, что и сделал, но на свою собственную свадьбу он не пришел. Так сложились обстоятельства, что оставить Юлию он не смог. Так он и жил с одной женщиной, а любил другую. Исидор Болотин умер 7 декабря 1961 года. Ему было 54 года, он ушел из жизни в полном расцвете сил, у него было больное сердце. И вот 40 лет за его могилой ухаживала Клавдия Ясинская. Она ухаживала за могилой человека, с которым так судьба и не соединила ее. Грустная история, но в жизни бывает всякое, и в этой жизни был он со своим восхитительным голосом, которым он покорял тысячи тысяч слушателей. И я думаю, что он был настоящей звездой, и думаю о том, что он никогда об этом серьезно не задумывался. Он – народный артист БССР Исидор Болотин. Мой родный и родливый дом, взятлистый я пустым гнездом, хотел ловить праздничных пошлет родные журавли. Задерянел пустыны яд, и вновь от нас прикая нас. Бывай, луговая, бывай, и я за тушками в свой край. Все равно, где бы мы не причалили, к островам
сиреневых птиц к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам устав ресниц.